Мы сегодня с вами собрались, чтобы поговорить о том, что может угрожать нашей жизни. А что будет главной темой нашего разговора, вы сейчас сами отгадаете. Я вам загадаю загадку. Итак, слушайте внимательно загадку. Если в доме вдруг случится, из окошек дым клубится, и огонь и пышет жар, это значит там пожар. Молодцы. Ребятки, а вы знаете, что такое пожар? Что такое пожар? Это когда горит что-то. Это горит, это дым, да? Кто-нибудь из вас видел пожар? Горит. О, ничего себе! Страшно было? Я сейчас вам покажу картинки, как выглядит настоящий пожар. Посмотрите. А как вы думаете, почему возникает пожар? Кто в этом виноват? Потому что ребенок может взять спички и с ними играть. Совершенно верно. Детская шалость с огнем. Если младшие сестрички зажигают дома спички, что ты должен предпринять? Сразу спички те Да. не брать или отнять, да, у сестрички. Вы все взрослые, со спичками не балуйтесь, да, поэтому говорите своим младшим братишкам, сестренкам, что спички это плохая игрушка. И еще, как вы думаете, почему возникает пожар? Утюг оставить включенным, а сам куда-то уйти. Какая ты молодец, все правильно. Утюг тоже нельзя оставлять. Все выключаем. Хорошо, ребятки, а теперь давайте с вами поговорим о том, что мы с вами будем делать, если вдруг начнется пожар. Давай. Надо звонить пожарным. Пожарному позвонить. А по какому номеру мы будем звонить? Вот это вот, вы все знаете уже? Это 01, да? Или 112. 112, 112, да? Есть два номера вот таких, да? 01 или 112. Самое главное, ребятки, пожалуйста, запомните на всю жизнь, что наша основная задача, да, это выбраться из дома, да, где пожар начался, да, из квартиры. Ни в коем случае ни в шкаф, ни под кровать, ни под стол прятаться нельзя, потому что огонь найдет нас везде. Поэтому мы должны выбраться из квартиры. И мы можем задохнуться. Задохнуться, да. Желательно, конечно, носик, ротик закрыть чем-нибудь, да? И ползти. Нагнуться, потому что дым весь у нас наверху будет, да? А еще, ребятки, мы хотим вам рассказать, есть такой предмет, такая небольшая штучка, да, которая может нас оповестить о том, что у нас в доме, в квартире начался пожар. Кто знает, что это такое? Это когда где-нибудь пожар, он пикает, и надо собираться. Правильно, молодец. Он, когда обнаружит пожар, он начнет так громко свистеть, вот он также громко будет пищать, и все узнают о том, что что-то случилось, и нужно бежать. А вот как вы думаете, как такая малюсенькая штучка может обнаружить целый пожар? Как? Потому что там камера есть. Камера, так. Но это не просто камера, это дымовая камера. Вот мы с вами все чувствуем запахи, да? Костер, запах костра, запах вкусной булочки. А извещатель чувствует дым. Обязательно, у кого нету, говорите своим родителям, что нужно такой извещатель дома поставить. Расскажите своим родителям, что вы узнали о такой штучке, называется пожарный извещатель, автономный. Скажите, что его можно повесить в любой комнате, даже провода не нужны. А вы знаете, за счет чего он работает? Почему он работает? У него, как у любой вашей любимой игрушки, музыкальной или игрушки, которые разговаривают, есть батареечка, да? И эта батареечка трудится целый год. Когда у него батареечка работает, у него лампочка мигает, да, видите, красный огонечек. А когда случился пожар, он будет вот так срабатывать громко-громко. Когда у него батареечка работает, у него лампочка мигает, да, видите, красный огонечек. А когда случился пожар, он будет вот так срабатывать громко-громко. Все услышали, да? Невозможно не услышать такой сигнал. Даже если спать будете, и то проснетесь, да?
тогда в вашей жизни все будет хорошо. Чтобы никогда никаких пожаров, никаких чрезвычайных ситуаций в вашей жизни не было.